Город Карасук, последний город на российской стороне. Доехал в банкомат, денежек снял. Очень аккуратный маленький городок. Асфальтированные травы, деревья, все есть. Районный центр. Вот и пограничный пункт. 430 километров от Новосибирска. Вот фуры стоят, говорят, так машин мало. Машин действительно мало, но почему-то не пропускают, видать, стоит машина. Все серьезно, заборы, шлагбаумы, вот ограждения даже там стоят. Так, ладно, пойду уточню. Что-то медленно пропускают. Страховку на самом деле по Павлодаре самом говорят, ну, дешевле, я вчера читал в интернете, чем на границе. Но до Павлодара еще 170 километров ехать надо. Поэтому, ну, приходится здесь делать, да. Сейчас на выезде я еще спрошу в киоске, сколько будет на год, ну, в казахской стороне, да. Ну, чтобы кто может поедет потом, чтобы, если там дешевле, там делать. Ну, так здесь, в принципе, тоже, как в России, казаться. Ну, как дешево, как в России. В целом так выйдет на год, 7000 у нас тоже. Российскую сторону прошел, все вытащили, все проверили. Ну, машины еще вытащили, из сумки не стали вытаскивать. И вот подошел к казахской стороне. Все, друзья, заехал, еду по Казахстану. Ну, границу нормально прошел. На российской стороне паспортный контроль девушка очень быстро пропустила. Но зато, кто осматривает, там очень долго смотрел, все вытащил из машины, под запаску смотрел и так далее. Сумки открывал, ну не вытаскивал, а просто открывал, смотрел. Потом пропустил. И на казахской стороне паспортный контроль. Там один ага сидел. Очень много вопросов задавал. Откуда, куда, зачем, ну типа такого. Служил, не служил, где будешь работать, как работать, как жить. Ну, в общем, такие нормальные вопросы, на которые можно ответить. Я ему все объяснил, так и так. Потом все отпустил. И подъезжаю к этому, кто смотрит, тоже там молодой парень стоит, казах. Я ему ассаламу алейкум, он такой, ассаламу алейкум, давай типа, на казахском со мной разговаривать. Я говорю, о, багрыми казах, амеспин, казаша бейм. Он такой, по-русски, да, вот, вещи сюда вытащи, говорит. Потом начал вытаскивать, ну не все вытащил, короче. Ну, спрашивал там, охотник, не охотник, там, оружие, наркотики. Нет, ничего, говорю. Потом по рации, вот, по-моему, тот, кто на этом сидит, на контроле, по рации говорит, он первый раз заезжает, не обижай его, типа такой. Он такой, все, давай, короче, иди, говорит. Потом вещи обратно загрузил, говорю, все, баурум, слава богу, он такой, акшел, говорит, типа, классно. Хотел заправиться в Казахстане недорогим бензином, поэтому в Карасуке не заправился. Думал, на выезде есть заправка из границы, оказывается нету. Ну, здесь недалеко есть, говорят, но у меня только рубли. Обменников тоже я не видел на границе. Поэтому сейчас попробуем. Хотя у меня же есть Каспи карта, там должны быть деньги. Да, все нормально. Так, заправился, получается 95-й, 283 тенге, это 42 рубля примерно. Полный заправился на почти 10 тысяч тенге. На карте есть, оказывается, деньги. Прикиньте, не было бы Каспи карты, да, и денег не было бы, как я тут заправлялся, не знаю даже. Так что все, рахмет всем. Какая ухоженная деревня. Все дома такие аккуратные, все облагорожено, все загорожено. Да, вот туда-сюда ехал вдоль трассы, разные деревни видел. Но вот это вообще, ну, имею в виду, в России. А вот здесь что-то вообще. Пападулухон, большой этот поселок. Или город даже, не город, нет, не город. Вот асфальт. Это трасса. Говорили, что сотрудники ГАИ, как увидят российские номера, сразу останавливают. Даже вот так, когда на встречке едут, увидят и разворачиваются и догоняют, сказали. Ну, 2 раза проехали и развернулись пока. Так что я считаю, это переувеличение. Ну, правильно, должны, по идее, проверять приезжие машины. Мало ли кто там едет, да? Так что в этом, в принципе, ничего плохого нет. А так, российскому ГАИ тоже хвала. На трассе, ну, не так часто стоят.
4 поста проехал, в одном остановили. Ну, в принципе, людей не кошмарят, водителей. Ну, молодцы тоже. Камеры есть, все. Если кто-то нарушает, могут сразу найти по камере, там, поймать его, арестовать и так далее. А так останавливать и проверять тоже, мне кажется, всех подряд нехорошее дело. Ну, имею в виду своих граждан, да? А вот иностранные номера, да, я думаю, надо проверять. Не, ну все так тихо едут вообще. Вот в российских городах, да? Вот в Улан-Удэ, Красноярске, Новосибирске, все прям тут гоняют жестко. А тут так умиротворенно, все никуда не спешат, да? Это из-за камер или не знаю, или это такой образ жизни. Никто никуда не торопится. Мне на самом деле нравится такая движуха. Не люблю, когда вот все суетятся, бегут куда-то, газуют. Ну, по городу имею в виду. На трассе надо газовать. Все, торговый центр Квазар, Павлодар. Купил симку, поставил. У меня тенге не было, и продавец сам, короче, своих денег мне на баланс закинул, я ему рублями дал. Так что все нормально. Настроил, поставил, приложение скачал. Без связи сюда я приехал в центр, увидел вот такой большой торговый центр Квазар. Туда зашел и решил вопрос. Доброе утро. Все, друзья, выезжаю из Павлодара. В Павлодаре я был 2 дня. Приехал позавчера, воскресенье. То есть, получается, ехал ровно неделю до Павлодара. С дома выехал после обеда в воскресенье. И в Павлодаре после обеда уже был здесь. По приезду сразу купил симку, актив, безлимитный интернет. Всего лишь в месяц 3000 тенге стоит. Очень быстрый, удобное приложение. И вчера я вот вторую часть видео удалил, отредактировал, там кое-что удалил и перезаливал. Прямо с мобильного интернета сразу все загрузилось, все быстро, четко. В этом плане очень комфортно. Так, по приезду в Павлодар меня Бейбутова пригласил себе на ужин, накормил. Еще наличкой денежек дал. Я говорю, вы что, не надо, ну, ужином накормили, все хорошо, говорю. Не, у нас так положено, возьми, не отказывай, типа. Я говорю, ладно, большой рахмет, да. Потом жена тогда меня еще с дороги звала к себе остановиться, к нему поехали, там переоделся туда-сюда, и молодые пацаны пригласили в баню. Баню пригласили, смотрели матч Реал Мадрид и Барселона. Допоздна там сидели, разговаривали, пацаны вообще молодцы, там историю свою знают, о будущем думают, да, с своей стороны такие, несмотря на молодой возраст, такие глубокие мысли у них, да, вот, начитанные, умные ребята, так что в этом плане у вас, молодежи, все хорошо, я считаю. Потом пошел спать домой, поздно, где-то часа 2 ночи, наверное, с утра до обеда там поспал. И поехали мыть машину, масло поменяли. Кстати, масло поменял за 300 тысяч тенге. Своей картой Каспи оплатил. Ну, не знал, сколько там, какой баланс, просто попробовал. И она прошла, то есть за ваши донаты я масло поменял. Еще заправился на въезде с границы, да, ну, уже в Казахстане. Так что большой рахмет вам. Да, вот прям с таким этим... Интересно, вот так подкладываю карту, да, проходит, и думаю, ё-моё, молодцы, красавчик, вообще. Да. Потом вчера у жена тогда сидели, бешбармак кушали, Ермек ага, его друг перешел в гости, тоже очень много рассказал, тоже ветеран силовых структур, много чего рассказывал. Потом ребята, Нурхан подогнал КМС, он, оказывается, ну, занимаются его родственники, родители, да, говорит, вот, хочу тебе это, чтобы ты попробовал. Мы вчера сидели, пили вот с мясом, вообще очень хороший КМС. Так что павлодарцы, как говорится, помыли, мясом накормили, КМСом напоили, да, так что спать уложили, так что все, молодцы, большой вам рахмет. Город максимально похож на мой родной город Якутск, да, такое же население, около 400 тысяч человек. И регион у нас тоже 14 регион, и здесь тоже 14 регион, так что я как бы сливался между потоками, особо даже не замечали, наверное. И ни разу еще сотрудники ГАИ не остановили меня, хотя вот проезжали там, когда ехал в Павлодар. И здесь по городу тоже ездили, ну, ни разу не остановили, хотя говорили, что с российскими номерами там сразу тормозят, там туда-сюда, такого нет.
Все, выезжаю в Астану. 450 километров по автобану. Я думаю, должен нормально доехать за 4-5 часов. Выехал на платную дорогу Павлодар-Астана. Вот такая четырехполосная дорога. Очень хорошая, безопасная, да, вот с ограничителем, получается, между встречкой. И 450 километров вот такая дорога до Астаны. Вот это я понимаю, забота и любовь к своему народу, да. Вот так должна быть, я думаю, все дороги междугородние, чтобы люди с комфортом обгоняли друг друга, не выезжали на встречку и так далее. 140 километров ограничения, можно ехать и ехать. Молодцы. Так, на этой дороге ограничение 140 километров. Но камеры же не стоят на каждом километре, они как бы, ну, там стоят, да. И между камерами газовать там 160, 170 тоже не получится, потому что они фиксируют время въезда на платную дорогу и время выезда. То есть, если раньше расчетного времени будем выезжать, соответственно, тоже штраф будет. То есть, в этом плане очень технологично все организовали, так что никто никого тут не обманет, короче. Все в рамках ограничений только идет. Очень хорошая современная заправка с хорошим туалетом. Возможно, покушать, посидеть вот здесь. Сразу там столики есть. И самое главное, сначала заправляешься, потом только платишь. То есть тоже для меня новое. Говоришь, полный бак, стоишь, ждешь. Потом говорят, сколько заправил, столько и платишь, короче. Дорога есть и очень ровная, спать очень сильно хочется, оказывается. Просто сидишь как будто на одном месте, да, не думаешь, как обогнать эти фуры, как объехать эти ямы, вот таких вот мыслей нету, соответственно, у тебя тело, разум начинает расслабляться и косу тянет жестко. Тем более солнце светит, плюс 10 градусов, и вот еле-еле еду, короче. Здесь лежать спать тоже как-то невыгодно, наверное. 120 километров осталось до Астаны, поэтому вот так вот еду. Остановился на обед, вот кафе стоит, вот там вот лошади пасутся, вот здесь бараны, вот такая вот большая широкая площадка, парковка, классно, тепло, плюс 10, спать захотелось, поэтому остановился, вот, покушал немножко, вот, баранов очень много, ну, по внешним меркам, наверное, не так уж много. Заезжаю в Астану, там пост стоит, и все проезжаем 20 км в час. Там одного остановили. Да. Интересный, да, порядок? 20 км в час только проезжаешь пост. С автоматом стоит там человек даже. Вроде как проехали. Ой-бай, Астана. Первый раз приехал в Астану. Столица, молодая столица. В Астане тоже, оказывается, есть смог. Я не думал, что здесь может быть смог, потому что открытая местность, степи, да, проветривается. Но сегодня, наверное, ветра нет. Поэтому вот дома, которые вот там стоят, дальше, под смогом, мутно видно. Наверное, сейчас зима, да, котлы, котельные, наверное, вовсю работают уже. Хотя сейчас сколько, плюс 11 градусов в Астане. Во все города, которые проезжал в России, большие крупные города, у всех дикий смог. Прям в машину заходил запах. Но здесь, конечно, не заходит, но видно. На заезде сразу заехал этот сон, подался на ИИН. Очень много народа, но почему-то для получения ИИН без очереди быстро все. Сказали завтра ждать СМС с ссылкой. Оказывается, прописка ничего не нужна, сразу делают. Я думал, прописка нужна будет. Светофор на светофоре тоже, оказывается, как в Якутске. И такие вот регулировки неправильные. То есть вот зеленый загорелся, то есть и следующий светофор красный, типа, да? То есть нет такого, что прям едешь. Каждый светофор останавливаться надо. Ну, по крайней мере, так было, 3 светофора. У нас тоже так в Якутске не настроено. Поэтому пробка. А в некоторых городах прям вот это вот настроено, и она безостановочно быстро все передвижение идет. Так, с Павлодара рыбу отправили, жена от сестре, вот его поехал, отвезу. Оказывается, недалеко отсюда. О, зеленый.
Поднялись на Байтерек, вечерний город посмотреть. Очень красивый город, современный. Ну, сегодня днем еще особо не посмотрел, сразу вот в квартиру поехал. Завтра еще посмотрим. Доброе астанинское утро. Вот такое вот новое ЖК. ЖК Сайрам. Вот здесь стоит новый ЖД вокзал. Вчера вот здесь остановился. Хорошая квартира. Марат живет сам в Кокшетау, но вчера приехал. Доброе утро. Доброе утро. Да, вот уже завтра готовим, чайник ставим. Как спалось? Да, все хорошо. Часовая разница ощущается? Да, у нас 4 часа плюс получается, поэтому я пораньше проснулся, как обычно. Сейчас жду этот ИИН, потом поеду в Каспий. Вот здесь буду строить новую площадку, говорят. Камера на 60. Так, катаюсь по Астане, приехал в Каспий банк, пообедали, пригласили на обед, вечером пригласили на этот турнир Октагон лиги. Так что вот давно хотел, кстати, посетить подобные турниры, и вот сегодня как раз такая возможность будет у меня. Вот так. Так, не получилось у меня сделать карту пока что. Прописку потребовали, временную регистрацию. А надо было, оказывается, когда вчера границу, границу когда пересекал, надо было загранпаспортом пересекать, чтобы туда штамп поставили. Тогда вот без проблем бы дали бы мне карту. А я почему-то им отдал российский паспорт, и, соответственно, если так переходишь, нужен уже регистрация. То есть, если кто-то будет пересекать, если россиян, если вам нужна карта, дайте загранпаспорт, а не российский паспорт на границе. Тогда проблемы не будет. Астана очень хороший, красивый, современный город. Мне очень понравился город. Дороги хорошие, транспортная развязка удобная. Вроде говорили, что души нету, людей нету. А нет, все как все есть. И душа, и машин много. Как в любом другом мегаполисе, с парковками проблемы тоже есть. Но в целом очень хороший город. Как-то вот, ну, комфортно ездить, да, по городу. Вот такой вот премиум ЖК в Астане, ботанический. Данияр аға да. Рахмет. Саха сиреге доводторға. Ага. Вот я хочу сказать, вот я Данияр аға и Оскар аға познакомил еще давно, да, лет 5 назад, наверное. Да, и они сейчас дружат, ездят друг к другу там в гости и так далее, там по радости, по нерадости, да. Так что я очень рад, что вот. И да. уже десятки семей Саха здесь у меня в гостях были уже. А там Гриша с Нюргуной, там этот и Орлан. В общем, много. И там Давид со Светой, они сейчас недавно выпуске свадьбу сыграли. Поэтому так что Саха Сире. Да, меня еще вот приглашали на свадьбу сыну, да? Это в каком году было? Тоже 4. Да. Я хотел приехать, но не получилось. Семьей было, да? Всего свое время. Ага, да. Поэтому welcome to Казахстан. Да. Вот так вот сразу паркинг теплый, получается, с подъезда сразу выходят. Да, я вот именно мечтаю, чтобы у меня вот был такой паркинг. Вот такой вид с балкона, вот такие дома, и вот сразу школа. Вот такие вот все современные ЖК премиум класса, да, вот здесь. Вот ботанический сад, летом, наверное, все там зелено, да? Выйти прогуляться, классно. С каждым годом все лучше и лучше деревья растут. Но вот приехали, получается, на ужин Данияр аға. Да, он вообще друг Якутии, да, очень многие общаются. Очень многие, у него очень многие были, да. Он мне просто сказал сейчас, мы должны сейчас пойти на мероприятие, давай зайдем чай попьем, говорит. И вот такой у него получается, просто чай попить называется, да. Да, красава, да. Молодец. Ага. Я вот сейчас нахожусь в гостях у Данияра, да, мы с ним давно общаемся. Он очень многих наших земляков тут встречался, многие общаются. И вот сегодня меня пригласил на чай, говорит, давай заедем, мы сейчас должны поехать на соревнования смотреть. И давай быстренько заедем, последишь, и это самое, говорит. И бешпромат кушали, полный дастархан,
Вот мама, вот жена, вот это все это организовали очень быстро. И самое главное, вот такой вот подарок впервые в жизни мне вот такие Алла подарил, потому что я уже третий раз в Казахстан приезжаю. И да, Это первый, что ли? это первый. Еще много будет. Да, так что Да. да. Так, пришли на турнир Автолон Лига. Вот такой вот хороший спортивный комплекс, очень много зрителей, организация на высшем уровне. Спасибо Оскару за приглашение. Вот на таком хорошем месте вот сидим, прямо у октагона. Так что все четко. Я реально хотел, когда по приезду в Казахстан посетить вот турниры, потому что в Казахстане очень много проводится разных таких турниров, организаций много. И надеюсь, что в дальнейшем тоже буду ходить там, в Алматы, там, где нам будет проводиться. И вот прямо сейчас сижу и впервые, кстати, смотрю вот так, ну, живую, короче, такие турниры. У себя дома, конечно, смотрел там мелкие турниры, а так большой организации впервые. Так что Рахмет Оскару. Доброе утро. Доброе прекрасное утро. У нас погода радует солнцем. Все, вот Ерган дальше собрался в дорогу за своей второй половинкой. Вот, и что скажу, тебе счастливой дороги, Ерган. Все, чтобы быстро и легко добрался, чтобы здесь у тебя все хорошо получилось, обосновался все с семьей. И я надеюсь, что тебе понравится у нас. Вот, и чтобы ты здесь хорошее время провел и как бы, ну, обустроился все хорошо. Вот. Так что давай, удачи. Да, я вот ночевал 2 дня у Марата, он специально вот приехал из Кокшетау, чтобы меня вот тут встретить, принять. И вот сейчас я уезжаю, и он тоже домой поедет. Он сам тоже как бы в Астане не часто, да, как приезжий. То есть, да. Же у нас расчет был, что я тебя заберу сразу туда, в Урал. Да, он хотел туда, Планы к себе хотел. были свои планы, Да. поэтому все поменялось, как бы, немножко вот так. Да, все нормально. Главное, вот, да, встретил, значит, ночевал, все хорошо. Вот мы сейчас сидим в новом вокзале. Вот рядом у нас вот квартира была, ну, была как есть. И это вот ЛРТ, да. Конечная станция ЛРТ, вот тоже строят. Вот по ней будет ходить поезд скоро, метро, да, получается? Да, то есть она очень долго, сколько лет уже строилась, и вот наконец-то она доводится дома. Вот проводятся такие активные работы строительные. Очень хороший вот вокзал тоже построили здесь, современный, большой. Это получается какой вокзал? Чисто Железнодорожный вокзал. железнодорожный вокзал. А, тут еще ЖД придет, да, или уже есть? Нет, есть же, он уже функционирует. Да. Просто ЛРТ сейчас вот доделывают, а как ЖД вокзал он уже работает достаточно долго. Да. Ну все, я выезжаю сейчас в Алматы. Хочу сегодня доехать до Балхаша, там город Балхаш, там ночевать. И завтра уже в Алматы. Да, если повезет по Свету добраться, тогда и озеро сможешь посетить. Большое озеро. Все, Ахмед.